Здравствуйте, я представляю Чувашскую региональную общественную организацию «Мир добра». Меня зовут Бочкарева Татьяна, я являюсь председателем организации. И мы в городе Канаш на улице Трудовой, дом 5, реализуем благотворительный проект «Мастерская жизни». И сегодня со мной находятся здесь замечательные мамы особенных деток, которые вместе с нами хотят, чтобы этот проект реализовался. Этот проект нацелен на то, чтобы дети с инвалидностью и дети, обычные дети, могли социализироваться в обществе. И это очень важно на сегодняшний день, чтобы элементарно те дети, которые ограничены физически, могли научиться ходить в магазин, платить за коммунальные платежи, какие-то приобрести навыки в изготовлении, допустим, каких-то сувениров и вообще быть полезными в обществе и жить обычной жизнью, радоваться жизни, ходить в театр, в кино, в бассейн и так далее. И вот этот проект как раз будет давать такую быть стартовой площадкой, давать такую возможность, чтобы эти дети могли научиться просто жить в этой жизни. И это помещение выделила нам администрация города Канаш на безвозмездной основе, чтобы могли сюда приходить разные дети и заниматься в этой мастерской жизни. А я? И Глеб. Я мама удивительного мальчика Глеба. Мы очень рады, что такая стартовая площадка для наших детей появляется. И мы надеемся, что взрослеем мы тоже будем здесь продолжать заниматься, общаться и двигаться вперед. Потому что дети растут, они становятся взрослыми. И во взрослой жизни нам тоже нужно искать где-то применение себе. И мы очень надеемся, что эта мастерская будет жить долго и нас принимать всегда в теплом помещении, уютном помещении. Мы всегда с радостью сюда будем приходить заниматься. Меня зовут Наталья, я мама особенной девочки Лизы. Что для нас вообще мастерская жизни? Ребенок взрослеет, и когда наступает такой возраст, как 18 лет, благотворительные фонды, многие, и вообще организации перестают принимать таких детей. Нам с ними некуда идти, а ребенок все-таки хочет развиваться и тоже жить полноправной жизнью. И поэтому для нас мастерская жизни – это будущее наших детей, где потом они смогут общаться с обычными детками, могут и родители тоже смогут общаться. И вообще хотела бы сказать, что наши дети удивительные, наши дети не заразные. Спасибо! Я мама особенного ребенка. Моему ребенку уже 11 лет. За эти 11 лет мы посещали разные кружки, ходим в школу, закончили 4 класс. За эти 11 лет я поняла, что основная проблема лично для моего ребенка с нашим диагнозом – это доступность учебных заведений, это профессионализм педагогов, понимание ситуации, с чем они столкнулись, педагоги тоже. И для меня мастерская жизни – это шанс для моего ребенка, что он будет сюда приходить и в одном месте будет получать разные знания, разные направленности. Надежда на то, что тут будут работать профессионалы, которые не будут удивляться нашему диагнозу, в чем-то ущемлять из-за непонимания нашей ситуации. И мастерская жизни – это для меня еще такой шанс для моего ребенка, что он здесь получит новых друзей, новые знакомства. Это возможность, его возможность реализоваться как человек, возможность организовать его досуг. В связи с ограниченностью движения ограничено и общение его со сверстниками. И, соответственно, я бы очень хотела, чтобы этот проект все-таки осуществился, чтобы дети могли сюда ходить, учиться и развиваться. Добрый день.
Имея особенных детей, мы, родители, сами становимся особенными. Можно сказать, более добрее, сострадательнее, более ценящими простое. Нас не надо бояться, стесняться нас. С нами надо дружить. Да. Имея возможность приходить сюда, у нас будет возможность развиваться. Все особенные дети города, особенные родители, будем здесь встречаться, будем большой дружной семьей и надеемся в будущем добиться больших успехов. Будем благодарны всем неравнодушным, тем, кто смогут оказать финансовую помощь реализации данного проекта «Мастерская жизни». Данное помещение это 192 квадрата, которое требует ремонта. Причем это помещение уже стояло 10 лет бесхозно. И мы очень благодарны администрации города Кана, что они пошли нам навстречу и выделили это помещение. Но тем не менее сюда нужно очень много усилий, финансов для того, чтобы сделать ремонт. Но мы очень надеемся на неравнодушных людей, которые смогли бы оказать финансовую помощь или помощь материалами для того, чтобы мы могли начать ремонт помещения. И каждое помещение уже распланировано, где какие занятия будут проводиться. В данный момент сейчас идет работа проектировщиков, потому что помещение должно соответствовать определенным нормам для того, чтобы дети могли на инвалидных колясках элементарно заезжать в дверные проемы. И как только проект будет готов, начнутся уже сами работы по ремонту помещения. В данный момент также мы работаем над тем, чтобы были установлены новые пластиковые окна и отопление. И очень хочется успеть до того, как начнутся холода и начнется отопительный сезон, чтобы мы вошли в этот отопительный сезон с новыми радиаторами. Также мы можем вам сейчас представить, где какие занятия, в каких помещениях будут проходить. Данное помещение будет универсальным. Здесь будут проводиться как групповые занятия, музыкальные занятия, занятия по релаксации, занятия физкультуры, которые будут позволять тому, чтобы здоровье детей укреплялось, и чтобы они могли развиваться и музыкально, творческие какие-то будем мы проводить здесь занятия. И, кстати, наши дети, особенные дети и прекрасные, они очень творческие, они очень разносторонние. И мы очень надеемся, что вот это помещение большое, оно принесет очень много пользы для наших детей. И также мы с вами сейчас пройдем в помещение, где будет проходить мастер-класс по изготовлению каких-то блюд, таких, которые нам помещение это позволит приготовить. В этом помещении будут проходить мастер-классы. Здесь будет маленькая мини-кухня, где ребята будут готовить, например, пиццу, какие-то, может быть, десерты. И это позволит детям также приобрести бытовые навыки, да, элементарно, как правильно пользоваться бытовыми приборами, как правильно пользоваться какими-то, допустим, бытовыми приборами, такими как плита, микроволновая печь, посудомоечная машина. Все это им пригодится во взрослой жизни, и это очень важно. Также мы с вами сейчас пройдем в помещение, где будут проходить индивидуальные занятия для детей. Вот в этом помещении мы планируем организовать санузел для детей, учитывая то, что дети, которые будут приезжать и приходить, среди них есть дети, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, это дети с диагнозом ДЦП, и
они, многие из них сидят в инвалидных креслах. И для того, чтобы им было удобно сюда заезжать, выезжать и пользоваться санузлом, туалетом в частности, то как раз мы вот это помещение будем оборудовать для таких детишек, чтобы им было удобно пользоваться туалетом. Поэтому сейчас это просто помещение, но в скором времени здесь будет прекрасный санузел для деток. Также мы с вами сейчас пройдем в помещение для индивидуальных занятий, где дети будут заниматься с психологом, с различными специалистами, которые требуют именно индивидуального подхода. И мы верим, что и надеемся, что для каждого, кто сюда будет приходить и кому будет требоваться индивидуальная программа, она как раз будет способствовать тому, чтобы ребенок мог раскрепоститься, чтобы мог ребенок какие-то проявить свои творческие способности, таланты, о которых он вообще, может быть, даже не подразумевает. И вот как раз индивидуальные занятия будут нацелены на то, чтобы дети могли раскрываться. И мы очень надеемся, что этот кабинет тоже будет приносить пользу таким детям. А вот данное помещение, сейчас это помещение, которое когда-то было умывальное, оно не очень удобное, узкое. И мы с дизайнерами и проектировщиками думали, как сделать. И пришли к такому решению, что из этого помещения мы сделаем полноценный кабинет. И здесь есть возможность просто убрать стену, которая не является несущей, и расширить это помещение. И здесь будет полноценный кабинет тоже для индивидуальных занятий, который также будет очень способствовать именно развитию наших детей. Также вот мы представляем этот кабинет. Кабинет предназначен для педагогов, которые здесь будут планировать свое время, планировать уроки, занятия с детьми. И мы очень надеемся, что этот кабинет тоже будет удобным, который будет способствовать удобной работе педагогов. И в этом мастерской жизни, в этом проекте планируется как минимум 5 педагогов, которые будут проводить различные занятия с детьми. Мы планируем, что здесь будут проводиться занятия по финансовой грамотности. Дети будут работать над такими вопросами, как планировать свой бюджет, как распоряжаться своими средствами, либо это пенсия, либо это какие-то социальные выплаты, либо это заработная плата, чтобы дети могли научиться правильно распоряжаться этими средствами. Также здесь будут проводиться уроки, которые будут нацелены на то, чтобы дети могли научиться ориентироваться в городе, потому что, как мы с вами понимаем, мастерская жизни — это и для детей с инвалидностью, и не все дети знают, как ориентироваться по городу, как перемещаться, как элементарно ездить в транспорте, платить за проезд. И поэтому здесь будут такие занятия, которые детей научат, как это будет в практике, как пользоваться и общественным транспортом, как, допустим, ходить на почту, в Сбербанк, платить коммунальные платежи, как они будут жить как обыкновенные люди. И поэтому эти занятия будут как раз способствовать тому, чтобы дети могли этому научиться. Также здесь будут проходить занятия по изготовлению сувениров. Ребята будут работать своими руками, они научатся, допустим, пользоваться швейной машиной, какими-то другими средствами для того, чтобы они могли делать сувениры и быть полезными этому обществу, потому что мы с вами понимаем, что не все люди с инвалидностью имеют возможность работать по своим физическим ограничениям, но они могут тоже по своим возможностям что-то делать и чувствовать себя нужными, полезными этому обществу. И поэтому наша цель также, чтобы они почувствовали, что они нужны, что они могут приносить пользу в этом мире, и что у них есть те люди, которые их поддержат, которые помогут им и их научат. Также здесь будут комплексные занятия, музыкальные, творческие, какие-то вечера будут проводиться, чтобы дети могли сплотиться, дружить с друг другом. И наша задача вообще, чтобы это стерлась грань понятия инвалид, потому что все люди равные, на равных возможностях живут в нашем обществе, и чтобы
те дети, которые сюда будут приходить и которые не имеют физических ограничений, они могли помогать тем детям, которые ограничены физически, которые что-то не могут или ограничены в этом. И как раз те дети, которые не имеют ограничений, они будут хорошими друзьями, которые будут помогать. И это взаимодействие как раз будет менять то понимание людей, которые, к сожалению, пока еще присутствуют, да, что ребенок с инвалидностью или человек с инвалидностью – это какой-то человек, который мне чужд, которого я не знаю, и не знаю, как с ним разговаривать, как с ним общаться, как с ним взаимодействовать. И вот как раз мастерская жизни позволит этих детей научить взаимодействовать. Эти дети растут, и также подростков, и взрослых людей с инвалидностью. И мы очень надеемся, что когда эти дети вырастут, они будут и станут полноценными членами общества. Они уже члены этого общества, но им нужно научиться, им нужно помочь научиться жить в этой жизни. Также здесь будут проходить совместные культурные мероприятия. Мы будем с детьми вместе ходить в театры, в кино, в бассейны. И это будет укреплять их взаимоотношения. И также мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, которые смогли бы поучаствовать финансово или материалами строительными, или какими-то своими дарованиями, да, для того, чтобы это помещение могло уже стать реальным, для того, чтобы дети могли приходить и заниматься. В данный момент помещение требует ремонта, и мы обращаемся за помощью к добрым людям.